Здравствуйте! Все мы уже почувствовали прохладное дыхание осени, немного продрогли от холодных дождей и пронизывающего ветра. Но рядом с вами есть те, кто всегда поможет согреться. И это не батареи центрального отопления, а родные, близкие и друзья. Ну а еще, конечно же, позитивный настрой. За него будем отвечать мы, команда «Студия 11». Поехали! Быстро и красиво. Укладываем волосы со скоростью пит-стопа Формулы-1. Блогеры о коме-бигенале. Что именно, узнала Алена Туркина. Не выходя из дома. Как проголосовать в своей квартире. Много лет назад в этот день на Руси отмечали славянский Новый год. В это время заканчивались работы в поле и начинались засидки, то есть работа в избах при огне. Накануне вечером гасили старый огонь в доме, ну а ранним утром зажигали новый с особыми приговорами. Потом обходили поля с песнями и закличками, чтобы в будущем году урожай был хорошим. А еще перебирались в новые дома, справляли новоселья. К счастью, про ипотеку тогда еще никто не знал. Еще к этому дню надо было завершить все торговые и хозяйственные договоры, ну и сделки, конечно, уплатить дань, оброки и пошлины. 14 сентября в старину называли началом бабьего лета. По погоде судили обо всей осени. Если ясно, то осень будет теплой. Если же луга опутаны паутиной, то ждали затяжные холода. Посмотрим, как это будет сейчас. Голосовать, не выходя из дома, теперь вполне реально по любой уважительной причине, будь то болезнь, присмотр за детьми или даже страх перед ковидной заразой. Достаточно сообщить о вашем решении в УИК. И в дни голосования с 17 по 19 сентября члены участковой избирательной комиссии придут сами. Напоминаем избирателям о возможности проголосовать вне помещения для голосования. Если по какой-то причине вы не можете прибыть в помещение для голосования 17, 18 или 19 сентября, вы можете проголосовать на дому. Для этого лично или через представителя, в том числе и по телефону, можно обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию и заявить о намерении проголосовать на дому. Члены участковой избирательной комиссии договорятся с вами о времени посещения и в обязательном порядке прибудут в обозначенное время для того, чтобы вы смогли проголосовать. Обратиться с таким заявлением в участковой избирательной комиссии можно с 9 сентября по 14 часов 19 сентября включительно. Подумайте над тем, как бы и где бы вы хотели голосовать, и сделайте свой выбор. Первое Северное бигенале «Новое открытие Севера» стало по-настоящему масштабным событием в мире современного искусства коми. Экспозиция расположилась на 2 этажах Национальной галереи. А поддержать художников приехали знаменитости. Например, российская актриса Екатерина Шпица, а популярный блогер в сфере искусства Юрий Амельченко планирует сделать целый фильм о бигенале. Что еще рассказал автор проекта «Арт-патруль» нашему телеканалу? Смотрим интервью Алены Туркиной. Юрий, очень рада здесь видеть вас у нас в Сыктывкаре. И, конечно, начнем с такого вопроса. Что же такое «Арт-патруль»? Очень приятно, Алена. Я тоже очень рад быть здесь, в вашем прекрасном регионе, в вашей республике. «Арт-патруль» — это проект, целью которого является популяризация современного искусства в России, чтобы искусство было доступно каждому, чтобы оно зашло в каждый дом и в мелком плане в каждую деревню, и неважно, будь это Республика Коми, будь это Северный Кавказ, будь это Дальний Восток, потому что Россия очень большая страна, и, к сожалению, далеко не в каждом регионе России, не в каждом городе у молодежи есть доступ к современному искусству. Художники — это культурный код России, и от этого просто зависит общее развитие и национальные интересы нашей страны. Поэтому «Арт-патруль», у меня 51 фильм со всего мира, и в том числе много по России, и вот сейчас будет большой фильм у вас в гостях на первой Северной биеннале. И именно чтобы люди, неважно где они живут, могли одной кнопкой нажать и очутиться вместе со мной на самых важных и значимых событиях, посвященных искусству. Ну
Ну и как здорово, что в этом нам помогает интернет, что даже у людей, у которых нет возможности посмотреть на это, так скажем, вживую, есть возможность всегда через экран смартфона или телевизора это сделать. Ну и здесь, в стенах Национальной галереи нашей республики, прямо сейчас, да, высокая концентрация современного искусства. Точно. Что успели увидеть, что успели посмотреть, чем довольны, чем недовольны? Ну, мы здесь уже находимся 2 дня, тоже снимаем, как и вы. Конечно, это очень здорово, что сюда приехали художники с таким очень уже состоявшиеся, скажем так. Это очень важно. Художники, которые уже проявили себя не только на российской арене, но и на международной арене, у которых работы находятся в частных коллекциях, которые уже признаны, которые хорошо продаются, у них есть персональные выставки. Вот. Один из примеров — это Иван Горшков, блестящий художник из Воронежа. И очень круто, что в черте города Сыктывкар появляется современное искусство. Вы сказали, что ваш профиль – это современное искусство. Здесь все-таки речь идет о традициях больше. Как вам этот синтез современности и традиций здесь отображен? Ну вот прекрасно, потому что развитие искусства, оно абсолютно неразрывно связано с прошлым, настоящим и будущим. Если мы посмотрим и вообще к истории искусства обратимся. И как раз вот по спецпроект Max Art Foundation, который называется «Коллаборация», где современные художники работают совместно с мастерами традиционных ремесел. И это очень здорово. Мы можем наблюдать коллаборацию, например, художницы Евгении Вороновой, современной художницы, декана Суриковского института. Вот ее живопись. И тут же местной художницы, тоже Евгении, я, к сожалению, не помню фамилию, как она вместе с Женей на живопись нанесла вязь, нитки и разные элементы и узоры. Соответственно, получилась коллаборация. Какие у вас творческие планы после биеннале? Куда вы отправляетесь? Во-первых, я сейчас веду большую работу над выпуском. Я недавно был в Италии, в городе Каррара, который славится своим мрамором. Там работает русский скульптор Айдан Салахов, очень известный скульптор, художник, дочь недавно ушедшего, к сожалению, советского художника Таира Салахова. Это, конечно, будет очень большой фильм на 2,5 часа. Италия, Каррара — это то место, где Микеланджело Буонаротти работал с этим мрамором и сделал свою знаменитую Пьету, Давида и так далее. Также мы сейчас едем в Москву, затем мы улетаем на Тавриду. Мы очень тесно сотрудничаем, Арт-Патруль очень тесно сотрудничает с Тавридой. Мы улетаем в Крым. Там мы тоже будем осуществлять проекты, но на самом деле, плюс я буду, конечно, вести работу над этим проектом, потому что этот фильм очень важен для меня. Я надеюсь, что за 2-3 дня мы еще здесь успеем доснять материал и получится большая работа. Уложить быстро и красиво волосы. Для нас, мужчин, в принципе, это легко и просто. Гораздо сложнее это сделать нашим дамам. И тут мы спешим на помощь. Ловите советы нашего стилиста. Сегодня покажу, как сделать экспресс-пучок. Нам понадобится резинка для волос, шпильки и невидимки, расческа, лак для волос и красивый разноцветный платок. Итак, делаем высокий хвост. Для того, чтобы наш пучок не развалился, нам нужно начесать хвост. Расческой прочешу колтуны. И теперь из хвоста скручиваю жгут, формирую пучок и сразу закалываю шпильками. Докручиваю хвостик, и его мы уже закалываем невидимкой. Если заколоть шпилькой, он может вылезти. Фиксирую лаком, подчищаю нашу прическу. Я решила дополнить нашу прическу ярким платком. Покажу 2 способа. Первый очень простой. Я просто делаю узел на затылке. Такой яркий акцент не оставит вас без внимания. Для тех, кому показался этот способ очень простым, покажу еще один. Завязываем узел на теменной зоне. Далее концы платка я меняю местами и прячу их в платок. Получается имитация красивого ободка. Друзья, мы с вами подошли к середине нашего выпуска. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
Это «Студия 11». Не переключайтесь, и тогда узнаете много интересного и полезного. Сладкие и кисленькие фрукты. Как и когда их правильно есть? Необычная находка. В Ижемском селе обнаружили бронетехнику Второй мировой. Моя фазенда, моя отрада. Хвастаемся урожаем. Фрукты. Осенью они должны быть особенно частыми гостями на нашем столе. Но как употреблять их правильно? Давайте узнаем. Важно знать, как и когда кушать фрукты. Каков правильный способ употребления? Это означает, что нельзя есть фрукты после того, как вы поели другую пищу. Фрукты должны быть съедены на пустой желудок. Киви – крошечный, но могучий. Хороший источник калия, магния, витамина Е и клетчатки. Его содержание витамина С в 2 раза больше, чем у апельсина. Яблоко – одно в день, оно равносильно 1 дню без врача. Несмотря на то, что яблоко содержит низкий уровень витамина С, в нем содержатся антиоксиданты и флавоноиды, которые усиливают активность витамина С, тем самым помогая снизить риск рака толстой кишки, сердечного приступа и инсульта. Клубника – защищающий фрукт. Клубника имеет самую высокую общую антиоксидантную способность среди основных фруктов и защищает организм от раковых заболеваний, засорения кровеносных сосудов и свободных радикалов. Апельсин – сладкое лекарство. Поедание 2-4 апельсинов в день может помочь уберечь вас от простуды, снизить уровень холестерина, предотвратить и растворить камни в почках, а также уменьшить риск рака толстой кишки. Арбуз – самый холодный, утоляющий жажду. Состоит из 92% воды. Она также заполнена гигантской дозой глутатиона, что помогает повысить нашу иммунную систему. Арбуз также является основным источником ликопина, который борется с раком. Другими питательными веществами, обнаруженными в арбузе, являются витамин С и калий. В Ижемском районе нашли бронетехнику Второй мировой. Молодой блогер Генрих Немчинов съездил на место, где была обнаружена военная машина, и выяснил, что с ней собираются делать. Сейчас он с нами на связи. Генрих, привет! Привет, Андрей. Как ты узнал об этой находке? Делись. Об этой находке узнал от своего знакомого Виктора Филиппова. Дело в том, что несколько лет назад нашли эту находку и поставили в Биюре. Это деревня в Ижемском районе. Скажи, а кто обнаружил тягач? Тягач обнаружили металлоискатели, но сейчас он находится около краеведа Владимира Ануфриева. А вот в каком он состоянии, хотелось бы узнать? В состоянии он собран, гусеницы есть, колеса есть. Их не было, когда его нашли. Движка нету, не работает. Можно поставить как памятник в центре села уже сейчас. А постамент главный уже готов. Генрих, скажи, много ли времени требуется на полное восстановление? Скорее всего, если будут помогать люди, то на полное время, может, год можно потратить. Там главное двигатель ведь найти и соединить детали. Они еще ржавые причем. Скажи, самому интересно было вблизи посмотреть на технику, изучить ее историю? Да, очень интересно было посмотреть, полазить внутри. Дело в том, что она же была, наверное, где-то участвовала, может, в военных действиях, и это как в эпоху погружаешься, трогаешь ее так. Очень было классно. Вам, безусловно, повезло, да? Генрих, скажи, что впечатлило больше всего? Больше всего впечатлило то, что на далеком севере нашли эту технику. Это что боевая техника, танк, тягач. Почему он именно в Ижемском районе? Генрих, большое спасибо за беседу. Дачный сезон этого года можно считать успешным. Чего только стоят одни разговоры о кабачках. Мой коллега Никита Чернов посмотрел, какой урожай вырастили владельцы 6 соток. Наша съемочная группа приехала на одну из дач города Сыктывкара, и наша замечательная дачница Наталья Юрьевна расскажет и покажет, как у нее быт, что происходит вообще, чем занимались все лето, расскажет, естественно, и какой урожай в этом году. Да, здравствуйте, Никита. Очень рада вас видеть на нашей даче, скромной. Это лето было такое замечательное, такое прекрасное. И я думаю, что у любой хозяйки, у любой дачницы
получился прекрасный урожай. Хотя бы тот, кто хоть мало-мальски приложил какие-то усилия. Лето поработало за нас. В этом году был прекрасный урожай картошки. Картошки мы сажаем разных сортов. Как у нас вообще картошечка в республике? Хорошо? Картошечка, Работает, да. растет. Картошечка растет нормально. Вот если мы сажаем немножко больше 4 ведер, то урожай мы получили больше 40 ведер. Далее вот мы видим тепличку. Она работает у нас 2 года. И тоже дает прекрасный урожай. Даже вот сейчас, когда уже за ней особо мы не ухаживаем, тем не менее, вот если вы заглянете, там растут огурчики. Это же столько труда надо вкладывать, столько усилий, чтобы все это взрастить. А у вас лично это время бывает? Ну, вы знаете, я обыкновенная дачница и пенсионерка. Конечно, есть время. Ну, приходится просить о помощи своих родных. Я правильно понимаю, что как любая дачница, любой дачник, вы тоже обожаете цветы и обязательно их выращиваете у себя на участке? Вы знаете, конечно, я очень люблю цветы, но приоритетом у меня вот этого года были овощи. Самое главное, чтобы всех накормить овощами и ягодками. Вот, но со следующего года я хочу обязательно заняться разведением цветов и достаточно большую, так сказать, территорию выделить для цветов. Очень все быстро отцвело. Лето было жарко, там гладиолусы красивые были, но я их все к 1 сентября внучкам в школу все срезала. То есть учителя не порадовали и даже покупать цветы не надо? Ну, цветы не надо было покупать, да, все-таки, хоть они уже большинство отцвели, но тем не менее. Все это посадить, потратить на это усилия, ну, там, закупить, может быть, удобрения. Это дешевле обойдется, чем в течение года ходить в любой сетевой маркет, да, в магазины покупать фрукты, овощи, ягоды? Ну, безусловно, это будет дешевле, но ведь, а самое главное, это экологически чистый продукт. И мы знаем, что здесь очень много витаминов, она очень полезная, эта продукция. Никаких ГМО, никаких пестицидов. Конечно, это самое главное. Давайте немножко на молодежном сленге. Быть дачницей – это кайф? Но вы знаете, это, конечно, кайф. Хотя, конечно, это требует большого труда, я бы сказала, умения, но я сильно не заморачиваюсь, что там вот изучать, что там нужно для малины, 5 грамм того, 7 грамм того, удобрения там и прочее. Я как бы по наитию, как подсказывает мое сердце. Как вообще урожай был? Каким он был в этом году? Покажите, продемонстрируйте, что осталось сейчас. Пожалуйста, небольшая эта вот выставочка. Вот, если посмотрите, тыквочки уродились замечательные. Ну, кабачков это уж море, говорить нечего. Я думаю, уже, если такая шутка, если вам не позвонили в течение дня и не предложили кабачок, это значит, вы совершенно одинокий человек. Чем лично для вас, для вашей семьи цена эта дача, этот участок? Это земля, это дом. Вот для меня лично священно. Почему? Потому что здесь уже работает и трудится 5-е поколение. Да, после войны сюда приехали мои бабушка и дедушка. Они начали строить дом, они здесь жили, обживались. Потом у них родился сын, это мой отец. Естественно, он создал семью. Потом появились мы, вот моя старшая сестра Надежда и я. И нас уже стали приучать к труду. Мы работали на этой земельке. В общем, я считаю, что дача – это продлевает нам жизнь, дает нам молодость и все самое хорошее и светлое, что есть в жизни. Спасибо большое, Наталья Юрьевна, за этот замечательный рассказ, историю вашей семьи, историю этого участка. И мы, конечно же, желаем и надеемся, что наши зрители тоже долгого процветания и вот этому участку этой дачи. И, конечно же, надеемся, что здесь побывает еще не одно поколение. Ну и напоследок о том, что в своих подопечных надо верить. Верить, несмотря ни на что. Как этот тренер. Правая воля, хорошая девочка, хорошо тренируется, выполняются элементы качественно, четко. Все поставлено, у нее техника хорошая, отточенная. Ну, в общем, все круто. Друзья, желаем вам только самого хорошего. Скоро увидимся. Хорошего настроения и удачи. До встречи в студии 11. Пока.